Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы сегодня рассматриваем программу вступительных испытаний по дисциплине «Основы татарской филологии в образовательной деятельности». Вступительные испытания по этой дисциплине сдается в форме дистанционно. Вид экзамена, как вы видите на слайде, тестирование. Количество вопросов всего 25. И минимальное количество баллов за этот тест у вас будет 50, а максимальное количество баллов возможно набрать 100 баллов. И дается всего лишь одна попытка. Все это вы видите на слайде. И продолжительность вступительного испытания это 60 минут. Но имеется также оговорка, что для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. Конечно, при наличии соответствующих документов. Структура тестовых заданий включает в себя 5 блоков. Первые 2 блока это по татарскому языку, последующие 2 блока по истории и теории татарской литературы и 5 по методике. Мы их подробно рассмотрим далее. Дистанционная форма сдачи экзамена что предполагает? Вы видите 4 позиции, с ними, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно, но я проговорю их, чтобы вы запомнили. Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Если вы не нашли письмо в электронной почте, просим вас посмотреть папку «Спам». Возможно, письмо попало в папку «Спам». Вторая позиция – это последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. То есть при получении первого письма сразу же вы должны поменять свой пароль и логин, который отправлен на свой логин и пароль. Вы должны сделать это сразу при первом же входе, чтобы второй вход был у вас без проблем. Третье – это перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, имя и отчество. То есть это своего рода идентификация абитуриента. Вы должны это проделать при каждом новом входе на экзамен. Четвертое – это время. Отведенное для прохождения экзамена это ограничено, и у вас есть одна попытка. Мы об этом говорили, что есть одна попытка, и время, отведенное для экзамена, это 60 минут. Где можно найти расписание вступительных экзаменов и следить за общей информацией для абитуриентов? Заходите на сайт приемной компании, видите адресную строку, выбираете бакалавриат и специалитет, и в перечне документов выходят документы, и ищите расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 2022-2023 учебный год БГПУ имени Акмуллы. То есть поступающие абитуриенты идут на первый курс 2022-2023 учебного года. И, соответственно, вы выбираете вот это расписание консультаций и смотрите свою дисциплину, находите. Здесь дана часть документа, поэтому находите вступительные испытания после среднего профессионального образования, то есть СПО, адрес консультации, и находите, здесь вам выделен желтым цветом, наша программа выделена, смотрите форму сдачи, вот, например, она дистанционная, инструкция о получении логина и пароля также имеется, вы проходите по ссылке и можете смотреть. Основа татарской филологии в образовательной деятельности – это название программы. Вы, нажимая на ссылку, также можете пройти на программу. Консультация, которая ведется с вами по поводу сдачи экзамена, это 22 июля. И подавшие документы с 24 июля сдают экзамен, определенный доступ к экзамену открывается. И, соответственно, 20 августа, 21 августа, 17 сентября. То есть вы в колонке первой видите
условий, то есть подавшие документы с 20 июня по 20 июля, например, первый поток сдают, второй поток, третий, четвертый. Находите то условие, которое вам подходит. Если вы подали 21 июля, то есть вы сдаете экзамен 20 августа. Резерв 21 августа. Резервный день — это получается те, кто не смогли 20 августа, но при наличии каких-то обстоятельств, при наличии каких-то документов. Вы должны явиться на экзамен в дистанционной форме, подключиться к экзамену в указанное время и указанную дату. Надеюсь, здесь не будет вопросов. Вы эту информацию находите на сайте. Показали мы, как проходить, как подготовиться к сдаче вступительного экзамена. То есть, если задуматься над таким вопросом, есть программа вступительных испытаний. И также он находится на сайте приемной комиссии. Она находится на сайте приемной комиссии. И во вкладке «Бакалавриат и специалитет» вы находите эту программу вступительных испытаний. Видите их несколько, находите по названию своего экзамена и ознакомливаетесь с программой с содержанием своей программы. Проходим далее. Вот программа выглядит таким образом. Она утверждена на заседании ученого совета университета. И здесь даны здесь объясняется форма проведения экзамена, указываются требования, дано содержание программы. Программа довольно-таки она обширная, поэтому мы вам убедительно советуем перед сдачей экзамена ознакомиться с программой вступительных испытаний. Musa Jalil'in Sandığa hem şişme, ona beyrim eserlerinin janrını bilgileriz. Менә монда сайлайсыз инде либретто, балладамы, поэмамы, комедиямы. Алдағы төр сұраулар 5-нче түрдә. Булар татар әдәбиятының тарихи үсеш үзенчәлекләрен ачыклыйлар. Монда татар әдәбиятының күп еллык тарихына караган әдәби әсәрләрнең эчтәлеге, әдәби процесс, язучылар шәхесе, әдәби әсәрләрнең эчтәлеге, андагы геройларның бирелеше кебек сораулар яктыртылган. Әлбәттә, бу әсәрләрнең күбесе сезгә таныш, сез аларны мәктәптә дә укыдыгыз һәм урта белем алганда да шулай, көләри белем алганда да шулай таныш булырга тиешсез. Түмәндәге шигырь юлларының авторы кем? Ул юллар шагыйрьнең нинди шигыреннән алынган кебек юллар бар. Мәсәлән, гөлләр инде яфрак яралар, хәбәр итеп язлар җитәсен, язлар җиткәч сугыш бетәсен, көтеп утыра сабый балалар, гөлләр инде яфрак яралар. Ягъни бу сорау шактый җиңел, чөнки монда җавабында охшашрак исем бар дип әйтәбез. Шулай ук икенче төрдәге сорауда шулай ук яңгырый. Мәсәлән, монда инде татар әдәбиятының чырларга бүленеше мәсьәләсенә карата сорау бирелгән. Шундый төрдәге сорауларга җавап бирәсе була. 6-нчы бүлектәге сораулар алар филологик юнәлештәге дәресләрне укыту методикасы буенча карала. Монда тел методикасы һәм әдәбият методикасы. Шулай ук сез һөнәри белем алганда аның белән таныш булырга тиешсез. Мәсәлән, тел методикасының фәнни тикшеренү методларын билгеләгез. Нинди методларны без фәнни тикшеренү методларына кертәбез. Шулай программа материалын ширикләргә һәм ойларга якынча бүлү кайда күрсәтелә. Шулай мәктәп программасы буенча таныш булган кешеләр моңа бик җиңел җавап бирә. Һәм безгә тәкъдим ителгән әдәбият, рекомендуемый литература дип бирелгән, алар программада бирелгән. Менә алар белән сез программадан яхшы итеп якыннан таныша аласыз. Программаны үзегезгә күчереп алып, монда инде дәреслекләр, ниндидер монографиялар, антологик басмалар кебек әйберләр бирелгән. Менә соңгысы инде татар әдәбияты буенча һәм шул вакытта интернет ресурслар сезгә тәкъдим ителә. Сез алар белән тагын бер тапкыр әйтәм инде, программада танышып чыга аласыз. Подводя итог, хочу сказать, что мы сегодня рассмотрели
программу вступительного испытания. Основные контакты для вас. Руководителем программы являюсь я, Хлиулина Альбина Габитовна. Электронная почта кафедры kaftel@yandex.ru. Знаете, по какому адресу находится сайт Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Заходите в раздел абитуриенту и можете ознакомиться со всей информацией на этом сайте. Также можно получить консультацию по указанному телефону. В целом мы с вами сегодня проговорили основные моменты подготовки и сдачи вступительных испытаний. Всем абитуриентам желаем успешно пройти испытательные моменты, то есть сдать экзамены, получить хорошие оценки и стать студентами нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Спасибо за внимание. До свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна,
Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.